Сельское хозяйство – важная отрасль экономики страны, и развитие этой отрасли напрямую зависит от кадрового потенциала. Молодые специалисты, аграрии, обладающие современными знаниями, необходимы сельскому хозяйству. Но стоит признать, что на сегодняшний день проблема дефицита кадров в этой сфере стоит достаточно остро. В настоящее время штат отраслевого министерства составляет более 4000 единиц. По всей системе постоянно имеется более 300 свободных вакансий. С целью решить проблему дефицита кадров Минсельхоз провел акцию «Жас Маманга Ак Жол». Она прошла в режиме онлайн-конференции, организованной для трудоустройства выпускников 7 вузов страны, которые готовят специалистов аграрного профиля. Цель проведения вот этой акции «Жас Маманга Ак Жол» состоит в том, чтобы привлечь лучших выпускников наших аграрных вузов Казахстана, наиболее активных, наиболее успешных, таких амбициозных, прийти на работу в системе Министерства сельского хозяйства. Причем мы говорим не только о центральном аппарате, но и о всей системе, то есть это наши территориальные подразделения наших 2 комитетов. Во время видеоконференции около 500 наиболее успешных, инициативных и ответственных студентов стали участниками краткого экскурса по Министерству сельского хозяйства Казахстана. Сотрудники ведомства рассказали своим виртуальным гостям о структуре центрального аппарата, работе отрасли, возможностях и перспективах карьерного роста и ответили на все вопросы. Бүгінгі видеоконференция маған өте ұнады. Мне очень понравилась сегодняшняя конференция, потому что в ней смогли принять участие студенты разных областей. Мы нашли ответы на многие насущные вопросы, и будущую работу и карьеру мы хотели бы связать с Министерством сельского хозяйства. Карьералық белестерімізді осы министерствомен немесе де оның басқа да структурамен байланыстырғымыз келеді. В 2012 году Минсельхоз уже проводил такой эксперимент, и в итоге на госслужбу ведомства были приняты 10 лучших выпускников высших учебных заведений Казахстана. Из них половина сейчас работает в центральном аппарате министерства. Остальные распределены по отраслевым подразделениям. Естественно, работая в Министерстве сельского хозяйства, с учетом вклада, с учетом способностей, с учетом других показателей, жизнь на месте не стоит. Есть определенные движения в плане карьерного роста. Это, в общем-то, нормальный, естественный процесс. И в 2013 году назначены на вышестоящие должности 153 человека. Из числа сотрудников министерства 125, это 82%, и по конкурсу 28, это 18%. В 2013 году повышение квалификации прошли 1977 сотрудников. Причем речь идет и о молодых специалистах тоже. Здесь ценят качество знаний, стремление работать, а главное – преданность выбранной отрасли. Такая молодежь быстро набирает профессиональный опыт, и зачастую начинающие с низов выпускники в дальнейшем имеют хороший карьерный рост в ведомстве, занимая престижные должности. Более 30% штата наших сотрудников центрального аппарата – это молодые люди, молодые специалисты в возрасте до 30 лет. И наша практика показывает, что когда мы принимали вот таких отличников учебы на работу, то, как правило, они показывают очень хорошие результаты, очень восприимчивы, они придают работе такую эффективность, оперативность в работе себя показывают. Поэтому мы считаем, что это наша политика, чтобы привлекать молодых для того, чтобы вот такую создать кузницу кадров. В то же время понятно, что должны быть, у специалиста должен быть и опыт производственный, поэтому вот мы показали несколько таких примеров успешных карьер, и, как правило, вот многие из этих специалистов, те, кто сделали карьеру в системе министерства, они начинали вот именно с территориальных инспекций. Энтузиазм, с которым сегодня будущие аграрии отнеслись к выбору места работы, позволяет надеяться, что отрасль сельского хозяйства пополнится новыми молодыми и перспективными кадрами.